Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, де є і живуть небайдужі люди, які підтримують Україну щодня і цікавляться тим, що відбувається у нашій війні проти всесвітнього зла. Я часто обговорюю це з різними людьми, цю тему глобально воєнну, але є ще такий собі фронт, як фронт санкційний, фронт, я би так сказав, фронт помсти, фронт справедливості не на полі бою, а є люди, які займаються тим послідовно роками, що виявляють і доводять, наприклад, західному суспільству про тих чи інших, я не знаю, там, посіпак Путіна, його друзів, його кишені, його всі інші частини тіла і його там дьявольської душі, які там, не знаю, допомагають, прикривають, виправдовують те, що робить Рейх під керівництвом цього ганебного фюрера. І ось саме такими людьми займається мій сьогоднішній гість. Це людина, яка, він має досі, на жаль, російський паспорт, але живе вже більше ніж 15 років у Лондоні. А зараз найчастіше його можна зустріти в Києві, де він займається допомогою Збройним силам і продовжує свою цю роботу на посилення і поширення санкцій на різних людей, які дотичні до путінського, до російського фашизму. Це Андрій Сидельников. До речі, він є сином одного з найталановитіших радянських хокеїстів, я так вважаю. Це був такий голкіпер Олександр Сидельников. Він завжди був за спиною цього такого всесвітньо відомої зірки радянської, такого правильного росіянина Третьяка. Це теж було несправедливо, але в принципі несправедливості у світі багато, але ж з нею треба боротися. Тож до розмови. Привіт, Андрію. Привет, Айдар. Приветствую всех зрителей. Андрій, а ти в Києві зараз? Нет, я сейчас вчера буквально в Лондон прилетел, я в Киеве буквально через 3 дня уже буду обратно в Киеве. Так сталося, я перейду на трофейную мову, Андрей, что буквально днями стало известно, вышло в эфир на канале «Живой гвоздь». Это такая реинкарнация хамелеона «Эхо Москвы», газпромовского путинского радиоимитатора демократии в так называемой России. На этом канале «Живой гвоздь» вышло интервью известного сатирика, писателя, не знаю, кто он еще, драматурга Виктора Шендеровича, которого много кто в Украине уважал, а некоторые до сих пор. Несмотря ни на что. Но я думаю, что даже их веру в чистоту помыслов этого человека пошатнуло то, что он сказал. Буквально 2 минуты мы дадим того, я бы сказал, адского набора слов, которые из себя изрыгнул этот человек. Давайте послушаем. Российский либерал, условно с украинцем сегодняшним, мы партнеры до первого поворота, до свержения Путина, до прекращения войны с Украиной, до победы Украины в этой войне. Вот здесь мы едины. Но дальше, и реплика журналиста, злосчастного журналиста «Дождя» это выявила. Все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обманутые, несчастные, да, иногда убийцы даже. Но они наши, это наша страна и наша зона ответственности, и наша страна. И мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. И очень многие украинцы уже, и эмоционально их можно понять, хотели бы, чтобы Россия просто накрылась ржавым тазом, вся, целиком. Со всеми нами, вами, да, без разницы, с Пушкиным, Толстым, просто накрылась ржавым тазом, чтобы ее просто не было. Эмоционально это понять очень просто. Я вспоминаю свою бабушку в который раз, Царство Небесное, да, которая не могла слышать немецкого языка. Эмоционально все понятно. И тем не менее, мы бы хотели, я полагаю, и вы, и очень многие, мы бы хотели, чтобы Россия после Путина была. Да? И очень болезненно и остро воспринимаем, так сказать, всплески нацизма, будем называть вещи своими именами, с противоположной стороны.
когда я слышу речи о том, что русский народ какой-то рабский, да, орки, все, просто по факту российского паспорта. Когда выясняется, что любой, кто хлещет, украинец, который хлещет меня по щекам из Флориды, он, значит, прогрессивный европеец, да, украинец, а Карамурза, условно говоря, он, значит, путинский орк, да. Карамурза, Навальный, Яшин, они все путинцы, они все там ров с крокодилами по периметру и так далее. Ну, вот такое, да. Сложно даже комментировать. Ну, а с другой стороны, они навалили такие же кучи по всему миру, загадили собой все. Но ты, как человек, который непримиримо всегда был к таким высказываниям, к подобным лицемерным людям, ну, тебе слово. Оцени, как нам это все понимать вообще? Да, я смотрю, периодически приходит, естественно. Ну, Шендерович заблокировал меня еще несколько лет назад. У нас были и разногласия, хотя мы с ним давно знакомы, принимали участие даже и в спектакле вот в одном, и много лет играли на одной сцене. Андрей, напомни, пожалуйста, зрителям, где вы это играли? В Украине? Мы играли в Украине, мы играли несколько лет, у нас были гастроли по Украине, мы очень много городов объездили, 2 года были подряд гастроли. Спектакль назывался «Какого черта?». Главную роль в нем играла народная артистка СССР и герой Украины Ада Роговцева. Принимал участие, и одну из главных ролей играл Виктор Шендерович. Ну и я, без актерского образования, так получилось, что я тоже был задействован одним из персонажей, одним из ролей. В этом спектакле мы объездили не только, естественно, Украину, у нас были гастроли в разных странах. Вот, но это не политическая, конечно, вещь. Но так или иначе, наши политические разногласия с Виктором Шендеровичем, в общем-то, давали знать себе на каждом, в общем-то, нашем подготовке к спектаклю и вообще нашем общении. Ну и в какой-то момент уже в ковид закрылся, естественно, театральные проекты, потому что, ну, мы помним прекрасно это время. И, соответственно, уже потом вот Виктор Анатольевич решил, что ему, наверное, хватит и моей критики, и моего мнения постоянного. Андрей, но мы же эту программу не для него пишем. Меня его мнение, да и нас всех, наверное, не очень интересует. На мой взгляд, это оправдание фашизма и тех зверств, которые устраивает фашистская путинская армия. Но мы не можем, конечно, ни в чем и не будем обвинять ни в чем ни Аду Николаевну Роговцеву, ни других людей, там, ни тебя, ни украинских актеров, которые с ним играли. В конце концов, действительно, это уже просто низшая степень падения, и такого, наверное, такого уровня падения от него никто и не ожидал. Но, знаешь, слушая все это, вот это оправдание, по сути, это оправдание геноцида украинского народа, хочется просто подойти, знаешь, плюнуть в лицо и сказать: вот тебе за твоих мальчиков, за твоих ребят от убитых детей Украины. Ну, в Украине он уже нон-грата, да. Я надеюсь, что и в других странах такое произойдет, да. Но, на твой взгляд, вот, с чем связано это их бешенство? Вот, что с ними происходит, что их просто реально несет? Совершенно верно. Не его одного, это целая вот эта команда, мы называем их тусовочка, вот это, да, туда входят и журналисты, и какие-то общественные деятели, которые все года, живя тогда еще в России, они лавировали среди вот этих вот полей, этих заградительных, значит, значков, сидели на всех стульях. Да, они критиковали действия режима Путина. Кто-то из них и считал, и продолжает действительно считать, что и тогда был преступный режим Путина. Но вот эта вот тусовочка, да, которая объединяет в себя совершенно разных людей с разными взглядами, но они монолитные. Они сейчас все, в общем-то, держатся друг за друга, но только по одной причине, на мой взгляд, их время как раз прошло. Они прекрасно понимают, они же как? Они против Путина. Безусловно, все они против Путина. Я искренне в это верю и долгие годы знаю. Но, здесь другое есть но. Они против Путина, но они за сохранение вот этого вот режима действий, взаимодействия с властью, когда у них было все прекрасно, когда им разрешалось говорить то, что они хотели, и даже критиковать этот режим. И, в общем-то, они хотят, чтобы Путина не было, а вот эта вот Россия, такая имперская, осталась, потому что их она устраивала. Но сегодня пришло то время, когда они начали понимать, что их время ушло. Они уже
выкинуты за рамки вот этого завтрашнего дня. И это вот эти конвульсии, как я считаю, им приходится не то чтобы лавировать, но они уже действительно потеряли вот эту нить, они пытаются любым способом остаться на плаву и в информационном пространстве. На сегодняшний день у них достаточно этих ресурсов прокремлевских, бывших прокремлевских, которые сегодня тоже уехали, все эти дожди, эхи, те, которые взаимодействовали с режимом и делали видимость, что в России присутствуют свободные средства массовой информации, хотя их давно уже нету. Но они эту видимость создавали, они ее поддерживали и действительно облапошили огромное количество совершенно нормальных, меняемых россиян, которые, в общем-то, естественно, выступают все против войны. Но вот эти двойные стандарты, тройные стандарты, они их приручили к этому. У них есть определенное паство, но ряды уже, в общем-то, как бы редеют. Простите уже за тавтологию. И поэтому они вот бьются в конвульсии. Вот Пархоменко, например, тот же самый из этой тусовки прекрасно набегами даже на мою фейсбучную страницу гадость какую-то скажет и убегает обратно. В общем-то, я уже давно не отвечаю этим людям в социальных сетях, потому что считаю, что тратить время на вот этот сброд, либеральный сброд, да, ну, просто у меня нет времени для этого. И, честно говоря, они меня и не задевают. И вот эти оскорбления, которые они постоянно себе позволяют в адрес мой или моих коллег, которые сегодня, в общем-то, бросив все другие дела и проблемы, занимаются только помощью Украине и пытаются хоть как-то помочь привести украинскую армию, украинский народ к победе над этим фашистским режимом Путина. А они, как 10 лет назад, как 20 лет назад, разговорами занимаются. Говорят. Лично я давно устал от этого. Я предпочитаю заниматься реальными делами. Да, у меня не такое большое информационное покрытие, и, в общем-то, я не бегаю и не кричу там о достижении какой-то помощи, потому что, опять-таки, все это отвлекает от реальных дел. А сегодня одна проблема. Нужно сделать все возможное для победы украинской армии и для победы украинского народа над этой фашистской нечистью. Поэтому все остальное для меня уже не важно. Буквально недавно, днями, была новость о том, что наконец-то, я думал, что давно должно было случиться, значит, Ксения Собчак, так называемая крестная там, дочь или кто она, фюрера, да, попала в так называемый список Путина, который составлен там частью российской оппозиции за границей. И, наверное, это ляжет в основу каких-то санкций, потому что уж очень долго такие люди ходили и ходят до сих пор безнаказанными. Ну, хотя бы будем на это надеяться. Собчак пособница, это надо говорить открыто. Собчак одна из пособниц этого фашистского режима Путина. Она обязана была внесены санкции еще до полномасштабного вторжения. Однако это не было сделано. Мы помним прекрасно то время, когда санкции, просто Запад проявлял озабоченность. И только бомбежки мирных городов Украины заставили Запад как-то сконцентрироваться и запустить вот эту санкционную машину вперед. Она сегодня буксует. Мы, в свою очередь, в Великобритании здесь пытаемся, в общем-то, в ежедневном формате проводить санкционные вещи, санкционные списки и расширять их. Много у нас получается, много не получается, потому что армия вот этих пособников, она огромна. Она реально огромна. И там действительно в большинстве своем присутствуют люди известные по своей там деятельности или медийным каким-то вещам. И, конечно же, любое вот это медийное имя вызывает волну споров. Здесь споры лишние совершенно. Конкретные люди, биографии мы их знаем, эти люди действительно пособники, и каждый пособник должен получить возмездие в том или ином виде. Будут ли западные санкции, будет ли потом это где-то кого-то в подворотне встретят, или потом уже после падения режима уже приведут приговоры в исполнение. Это уже в зависимости от их дел. Но то, что они должны находиться в санкционных списках, я в этом убежден и делаю для этого все возможное. Чтобы никакие силы, а сейчас такие силы есть, чтобы вывести из-под санкций людей уже находящихся. Вот я этому противостою. Ну, это прекрасное занятие, там море непаханая работа. Занятие это не прекрасное, извини. Я по башке за это получаю очень много. Буквально вчера ночью я прилетел
с Берлинского разговора, который организовывал Михаил Ходорковский, очень много удалось сделать и донести свою позицию. Более того, я вошел в рабочую группу по санкциям именно для того, чтобы голос тех, кто хочет справедливости и законности, был услышан. А то начались разговоры о выводе некоторых лиц из-под санкционного уже списка. Это допустить нельзя. Именно поэтому я принимал участие в этом собрании российских оппозиционных сил. Именно поэтому я буду там находиться до последнего момента для того, чтобы усиливать санкции и с этим предложением выходить и в Европейский Союз, и в Великобританию, и в Соединенные Штаты, и во все другие страны коалиции сегодня, которые помогают Украине. Ну вот буквально где-то 2 дня назад, очень быстро после этого вот интервью, с которого мы начали, Шендеровича его внесли в базу данных «Миротворец», где содержится информация о людях, которые были пособниками, там отбеливают массовые убийства, геноцид и так далее. Вот. И сейчас, ну пока как бы они все на свободе, эти товарищи, в том числе Шендерович, он готовится к туру по столицам стран Балтии, это Вильнюс, Рига и Таллин. Там уже поднимается волна протестов, люди тоже имеют уши и глаза и услышали то, что вот мы видели и посмотрели. Я надеюсь, что этого тура не будет и что вообще в приличных странах их перестанут принимать. Но это все, конечно, так будет или не будет, это все вопрос такие философские, а есть конкретный вопрос законодательства. Ведь этот человек и эти люди, которые так или иначе отбеливают рейх, отбеливают террор, как и Венедиктов, который говорит, что мы случайно попали в вокзал там, в Краматорске и так далее. То есть не хотели мы ничего, наши ребята, они там несчастные и так далее. По сути дела, это подпадает под статью, я не знаю насчет украинского законодательства, но в международном законодательстве точно должна быть статья про пособничество или отбеливание преступлений против человечества или как-то там. Пока, к сожалению, такого законодательства нет, его нужно разрабатывать. И Верховная Рада Украины, я надеюсь, что есть депутаты Верховной Рады, которые будут вносить для принятия подобного закона, и тогда подобные Шендеровичу должны предстать перед украинским законом. Многие, кстати, уже включенные в список миротворца его друзья, да, я, наверное, опять на своего конька залезу на Чулпан Хаматову, его подругу, которую он все время отставил, вот эту пособницу. Она совершила уголовные преступления. Она незаконно пересекала несколько раз государственную границу Украины и получала финансовые преференции, финансы с территории, соответственно, аннексированного Крыма. Ну, послушай, Андрей, по-моему, вот буквально сейчас происходит такое событие, что ЮАР, Южноафриканская республика, просит Путина не приезжать на саммит G20, выступить там по скайпу, хотя зачем это непонятно нужно, в принципе, да, потому что они должны будут задержать его, ну, по международному ордеру за похищение украинских детей, да, то, что Международный криминальный суд или как там выдал, да, недавно. Слушай, а Чулпан Хаматова-то она не тем самым занималась вот под видом этой благотворительности? Она не воровала детей из Украины на протяжении еще лет этих до полномасштабного вторжения? Она прикрывала похищение детей своей подруги Лизы Глинк, по-моему, звали, которая сдохла в этом самолете, ну вот, которая получила уже свое возмездие. Она много чем занималась. Она занималась и хорошими делами. Здесь тоже нужно как бы говорить открыто и честно. Но в то же время она являлась 10 последних лет до полномасштабного вторжения. Она являлась лицом этого мерзкого режима. Она была и получала преференции от этого режима. Поэтому она является действительно одной из способниц. Тем более, которая совершила уголовное правонарушения и преступления по украинскому законодательству. Вот опять-таки, не до них сейчас, как бы сейчас другие вопросы и другие задачи. У меня нет, вот я нахожусь последний год, преимущественно я живу в Киеве. Я езжу по Украине, я приезжаю и на линию фронта, и мне некогда заниматься такой мелочью, как Чулпан Хаматова, заводить, приносить в Генпрокуратуру Украины доказательства ее преступлений. Мне сейчас не до этого. Но придет время, я обязательно, после победы украинской армии, украинского народа, я обязательно опять буду заниматься этими вопросами и доведу дело до конца. Они должны все получить по заслугам. Каждый этот пособник,
каждый, кто прославляет или думает, что это наши мальчики, вот это их мальчики, это не мои мальчики, как я гражданин России. Это преступники, военные преступники, это фашисты, которые должны быть уничтожены, а пособники получить возмездие. Других быть не может никаких ни идей, ни предложений. Именно этим нужно будет потом в дальнейшем заниматься, чтобы каждый дойти и просто найти каждого пособника, и чтобы он получил возмездие в той или иной форме. Этим мы будем заниматься, но уже после победы Украины. Но знаешь, вот эта конференция в Берлине, где собрались, или там, как это называется, представители российской иммиграции политической, да, оно, честно говоря, напоминает мне какой-то немножко паранойю ковчег. Ну, с уважением к тем людям, которые там есть действительно хорошие и последовательные, да, но набор там очень странный. Там есть, например, Андрей Илларионов, трампист, который там чуть ли не штурмовал Капитолий за Трампа, да. Там есть, как его еще, Марат Гельман, который вообще был политтехнологом, который работал кремлевским, который работал на раскол Украины, все это знают, у нас в стране, по крайней мере, знают все, кто интересуется хоть чуть-чуть, да, ну и так далее. В общем, каждой твари даже по тройке, а не по паре, извините за слово твари, но это библейское. Вот. Так вообще, в чем смысл-то этого собрания граждан столь разных и столь, ну, часто даже и не здоровающихся друг с другом, и вообще какой это может быть толк для там, Украины, для мира, для, в конце концов, победы в этой войне над Рейхом? Смотри, значит, ну, я не знаю даже с чего начать, наверное, с конца начну, да. Я подписал эту декларацию, подписал в личном качестве, мы решили, что в личном качестве будем подписывать те, кто принимал участие в этом разговоре. Это не конференция даже была. Надо сказать, что многих не пригласили по тем или иным причинам, некоторых туда не пускали по тем или иным причинам. Но декларация, то, что мы видим в итоговом варианте, это компромисс совершенно разных людей. От политиков, журналистов до людей с, скажем так, вот им нравится это слово, но с низового уровня, которые сейчас занимаются антивоенными инициативами. Слушай, Андрей, вообще вот имеет ли смысл при таком количестве компромиссов, вот это заявление компромиссное такое, да, не выхолачивается вообще весь смысл от таких заявлений и каких-то там деклараций политических, когда, например, за одним столом там оказывается, ну, условный там Каспаров, там его не было, да, ну, примерно, да, и, допустим, Ходорковский, который, по крайней мере, до последнего момента хотел снова идти воевать в Чечню. Ну, то есть с кем воевать? Ну, наверное, с теми, кто освободит Чечню от Кадырова, он опять пойдет воевать. Ну, это, я это не комментирую, это как бы не моя специальность. Но, в принципе, вот такая разношерстная публика, которая, кстати, из-за этих, видимо, тоже и компромиссов, или из-за чего я там, не знаю, может, речь не заходила, почему? Не идет речь не о сдаче ядерного оружия страной, которая не умеет ею пользоваться, а умеет заниматься только ядерным шантажом. Это как минимум на данный момент, да. Не о децентрализации, а просто о распаде России, о свободе народам, да. Тоже речь не идет. И, в общем, в итоге получилось что-то, на мой взгляд, непонятное. И насколько это все позитивно, и к чему это все? Ну, опять-таки, я действительно скажу свое впечатление. Надо сказать, что я, во-первых, действительно там с многими людьми в зале я просто руку не подаю и не подам никогда, потому что я считаю там некоторых пособниками. Я не буду называть фамилии в связи с тем, что я подписал декларацию, и у нас есть факт нападения. Я, с своей стороны, буду стараться исполнять это, те документы, которые я подписываю и осознанно подписываю. На мой взгляд, это хорошее начало. К чему оно приведет, мне сложно понять, потому что, конечно, скрестить ужас с гадюкой невозможно. Но то, что начался такой разговор, и я надеюсь, он будет продолжен, это должен, по идее, дать какой-либо эффект, потому что вот я лично вошел и принял приглашение участия в этой встрече, хотя тоже моя персона вызывает очень много разных споров у этой тусовки. Но, тем не менее, я вошел для того, чтобы заниматься санкционными вещами, которые я занимаюсь уже 7-й год, и чтобы мой голос, который выражает определенное количество людей и сторонников, был тоже слышен, а именно усиление санкций и не дать возможности людям, некоторым политикам уже начинать сейчас выводить из-под санкций тех или иных персоналей. Поэтому, в общем-то, здесь я расцениваю как положительный момент. Это единственное, наверное, за многие года и вообще десятилетия моего занятия общественно-политической деятельности, когда удалось действительно найти хоть какой-либо компромисс для начала
подчеркивать, для начала какого-то взаимодействия, будет оно эффективным, мне сказать сейчас сложно, но со своей стороны я опять-таки буду прикладывать максимум усилий, чтобы тот голос и ту позицию, которую выражаю я и мои коллеги, был услышан. И как-то это, ну не знаю, неправильное слово продавливать, наверное, но это так по факту и получается, что нужно действительно громко заявлять о своей позиции и настаивать на этом, настаивать на разных вещах. Конечно, текст, он не идеальный. Было вообще не очень понятно, сможем ли мы договориться, потому что действительно совершенно разные взгляды на то, что происходит и сейчас, и на будущее. Но тем не менее, вот пришли вот к этому компромиссу, и это уже хотя бы хорошо. Ну, опять-таки, я свое мнение выражаю здесь, да. Есть уже те, кто подписывает, а потом из-за наличие того или иной фигуры говорит, что я не буду подписывать свою подпись, отзываю. Опять, это личное дело каждого. Но то, что разные совершенно люди, представляющие разные группы оппозиционных сил, или же, опять-таки, представляющие какие-то НКО, которые сейчас заняты помощью Украине, это хорошо. Действительно много молодежи, что меня очень порадовало, что вот этот VIP-кружок этих так называемых лидеров общественного мнения, он не просто начал разбавляться, но и эти голоса-то как раз были слышны. Между прочим, итогом этой декларации стало то, что многие небольшие организации смогли во время этого разговора объединиться и представить свою сильную точку зрения и продавить те вопросы, которые они были заинтересованы. И поэтому компромиссы сейчас искать необходимо. Но еще раз повторю, это не главное. Главное сейчас с помощью Украине, украинской армии сделать все для победы. Ну, это все правильно, но просто, знаешь, я хочу, чтобы ты пояснил это явление. Есть, конечно, люди с российскими паспортами, например, там журналист Александр Кушнир, или Кушнир, прошу прощения, которые в Литве, там литовские волонтеры рассказали, которые Украине помогают, что он собирает открытые деньги на армию, да, честь ему, как бы с удовольствием пожал бы ему руку, если бы увидел, да, лично. Но, с другой стороны, большинство, конечно, этим не занимается. Такой хрестоматийный, ну, удививший многих, да, меня в том числе, пример блогера Александра Сотника, который там говорил, что за его преследует ФСБ, что он бежит, и он в итоге в Братиславе осел, полетел, получил убежище в Словакии, да, и вдруг ни с того ни с сего одновременно Шарий там, напал на Стерненко, который, назвав его жуликом, значит, который на дроны ударные собирает, да, и много собирает, известный очень украинский блогер, общественный деятель, да, а Сотник вылил кучу грязи на Аркадия Бабченко и фонд САБ.ЮА, с которым мы вместе, я знаю просто, как они работают, сколько машин нашему вот крымскому подразделению, и не только машины, всего остального, и прицелов, и так далее. Они очень много всего хорошего делали и делают каждый день, да, и их вдруг человек с такой вроде как репутацией антипутинской, даже антироссийской, против империи, начинает просто лгать и, ну, просто выдумывать клевету, да. Но вот, я не понимаю, что с ними происходит, но, опять же, я не специалист по, там, не знаю, по видам бешенства, но, может быть, ты понимаешь, что это за явление и почему с ними так? Почему они открыто не призывают? А некоторые даже говорят, да, имейте в виду, мы не помогали, не помогаем и никогда не будем помогать ЗСУ, да? Вот что да, еще носят эти свои клейма иностранных агентов, ну и все такое. Слушай, ну, мне нет, честно говоря, объяснений. Я не общаюсь с Александром Сотником, но я, наверное, уже за годы своей миграции, я, наверное, я не знаю, ну, я в конце 2007 уехал, был одним из первых политических активистов, который получил политическое убежище на Западе, в Великобритании. И, в общем-то, я за эти вот там 15, почти 16 лет уже, конечно, многое повидал, и как люди меняются, под каким воздействием они меняются. У многих, в общем-то, ну, надо сказать, крыша едет, да, потому что, ну, тоже очень сложно, когда у тебя все есть в той стране, где ты родился, и тебе приходится начинать с нуля. Немногие это выдерживают, многие подвергаются соблазну финансовому. У каждого своя история. Разбираться в этом, честно говоря, нету ни сил, ни желания, ну и даже, в общем-то, даже просто это неинтересно, потому что, опять-таки, заняты мы все другими делами.
Я спрашиваю не столько про персоналии, сколько проявления. Почему одни публично, открыто поддерживают, таких меньше, к сожалению, да, ну, по крайней мере, то, что я знаю, а другие не просто не поддерживают, а публично отмежевываются и всячески руками, ногами отталкиваются, что нет, нет, мы не будем, мы это не делаем и так далее, и так далее. Но я же повторяюсь, да, ну вот, и носят эти клейма агентов, опять же, и так далее. Что вот с тобой так, а с ними не так? Ну, не знаю, да, иностранным агентом я не являюсь, может, потому что я действительно давно очень уехал. Там определенные персонажи стали этими агентами, конечно, это все размыто. Ну, как, опять-таки, конкретный пособник многих лет получает это звание. Тот же самый Венедиктов, плоть от плоти режима. Какой из него иностранный агент? Что они опять нам лапшу на уши вешают? Они опять таким образом засылают в ряды оппозиции вот эту конъюнктурную агентуру, по большому, ФСБшную агентуру. Ну, опять-таки, ну, нравится кому-то общаться с Венедиктовым, который плоть от плоти этой кремлевской власти и всю жизнь жил на эти деньги. Сейчас у него как бы, да, крылышки подрезали финансовые, ему приходится, значит, вылизывать разные кабинеты, чтобы как-то прокормиться и получать то же удовольствие, которое было у него и до начала полномасштабного вторжения. Ну, опять-таки, их время прошло, и проходит, и прошло. Они все должны остаться за бортом вот этой новой истории после победы Украины. И необходимо сделать все возможное, чтобы они были, люстрированы, получили возмездие, были в санкционных списках. И тогда они не будут влиять никаким образом на жизнь ни украинских граждан, ни российских, ни на жизнь кого-либо другого. Пусть, опять-таки, вот чем они столько всего говорят, как бы, да, вот им нужно просто, грубо говоря, не знаю, там просто заткнуться и уйти в тень, и пока не отсвечивать, вот опять-таки, не отсвечивать и заткнуться и не отсвечивать. Знаешь, Андрей, мне это немножко напоминает, вот есть люди такие, но они действительно клинические больные, да, которым мы только можем посочувствовать, со всеми это может произойти, которые вот ходят по городу там от столика к столику, там от прохожего к прохожему, начинают что-то рассказывать, послушайте меня, там, вот это, да. Ну вот полоумных напоминают, на самом деле. Еще раз прошу прощения, если что-то некорректно сказал, я ничего плохого не думал, да, ну, про этих людей, а про тех, кому я сейчас говорю конкретно, к сожалению, думал, и есть основания думать, да, вот, чем все это закончится, что вот они вот чем закончится их вот этот словесный, непрекращающийся, просто совершенно аморальный и частично даже дебильный понос. Я прошу прощения за это слово. Закончится тем, что они будут на свалке истории. Это совершенно очевидно. Но просто они уже становятся там и медицинскими светилами. Вот Пархоменко недавно пришел ко мне в комментарии и диагноз мне поставил, например, да. Но они чувствуют, вот они, это у них зависть, у них ненависть, именно потому что они потеряли тот статус, который был у них тогда. А такие люди, как я, им мешаются, которые говорят правду. Поэтому они накидываются, они вот этой злобой своей, как бы, они вот это плещут и захлебываются в ней сами. И получают и миротворцев, как бы, списки, потом санкционные листы, а потом получат и возмездие. Такие хорошие русские, вот эти, да, он называет в общем словом, который стал сразу ругательным, по большому счету. Вот сразу мы видим, как прекрасно по тем или иным выступлениям, вот это хорошие русские, но это значит все, это вот это уже клеймо. Да, вот это уже знак качества, только отрицательный знак качества. Они там все делят, кто хороший, кто плохой. Вы дело лучше займите и помогайте армии Украины. Я говорю, нужно заткнуться, не отсвечивать. Это будет их лучший вообще поступок в жизни. Самый лучший поступок в жизни. Я когда вот это все слушаю, и сейчас мы говорим об этом, просто подумал, что вот война, серьезное время, события трагические. Живем мы в этом всем постоянно, но вот когда я начинаю вот это слушать, то, что они говорят, и начинаю вот на них со стороны смотреть, и, слава богу, я давно на них смотрю со стороны, но вот, я думаю, господи, какие же они дебильные, какие же они смешные, точнее, даже не смешные, они очень глупо выглядят. И это, вот эта так называемая интеллектуальная элита, на самом деле, вот, ну, оказалась, ну, не просто не интеллектуальная, а, повторюсь, дебильной. То есть они не соображают, что они говорят, не соображают, кому говорят, не соображают, где говорят, в каком они времени живут, в каких странах они живут. Они просто несут и несут, и несут, и несут. И лица у них серьезные, щеки надутые. А смотришь на них и думаешь, господи, какие же вы ничтожные. Не, ничтожные, все правильно, вот это правильно, они ничтожество, реальное ничтожество. Когда-то, сделав правильные дела и правильные мысли, и правильную позицию занимая, они сегодня остаются, да, у разбитого корыта.
И от этого у них начинается сдвиг, видимо, какой-то внутренний, и они начинают вот это метаться, начинают совершать все больше и больше ошибок. Ну вот они, что пост не напишут, что тот же там Пархоменко, что Шендерович, что Альбац, все эти твиты. Из той серии, как еще Черномырдин говорит, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот это сейчас, вот эта злоба и ненависть от безысходности и потери своего статуса вылезает наружу именно вот в этом виде. И они уже захлебываясь, каждый раз пишут пост, потом начинают оправдательный пост. Оправдательный пост еще хуже предыдущего, и приходят, значит, в Фейсбуке как бы разные люди, и давай навешивать их там по полной программе за пазуху. Каждый, вот открыть любой, у кого открыты вот эти пока сети, вот все просто просто нужно читать комментарии. Комментарии, глаз народа не обманешь. И это не боты, как это принято, да, фабрика ботов. Нет, это реальные люди, которые возмущены их позицией и то, что они несут. Они уже сами перестали понимать, что они несут. Вот у них привод, как с горы ком идет, вот у них так и дальше он и чешет. И остановиться, самое главное, они не могут. Вот просто, не знаю, пользуясь случаем, еще раз говорю, было бы правильно вот просто заткнуться хотя бы на время до окончания победы Украины, до окончания войны, заткнуться и не отсвечивать. Это будет самый лучший поступок в вашей жизни, и тогда и у вас наладится эта жизнь. И тогда ваше даже разбитое корыто, вы не будете по нему переживать, потому что, напомню, наверное, нашим зрителям, если правильно у меня цифры, 19 миллионов перемещенных лиц в Украине сейчас и 8 миллионов беженцев. А вы там спасаете каких-то хороших русских. Да идите вы все в одно место, называется. Да? Вы достали. Ну, эфир, как бы, слова другие, я думаю, что наши зрители понимают, что я хочу сказать. Они реально достали. Мне приходится подбирать слова все время, потому что, ну, уже никакой мочи нету. Они всегда и отвлекают. Мне, как только какие-то посты их выходят, но в связи с тем, что многие меня забанили давно, мне присылают скриншоты люди, которые их знают лично, которые как бы их уважали в свое время, и спрашивают, что с ним происходит, что с ним не так. Но вот у меня один ответ. Вот они действительно понимают, что они остаются на свалке истории, и так как жили на всех стульях раньше, у них уже не получится. От этого у них это истерика, еще раз повторю, злоба и ненависть. Ненависть к таким, как мы с тобой, только потому, что мы не балаболим, а занимаемся конкретными делами и вещами. А их это не устраивает. Они привыкли только болтать. Ну, слово матерное ставят сами наши зрители вместо слова болтать. Поэтому так происходит. Андрей, в Украине многие посмотрели интервью Гарри Каспарова, так называемому Дудю, которого называют некоторые там журналистом, лучшим интервьюером. Ну, знаешь, как бы, может, в этом колхозе и лучшие, да, и, как говорится, насекомым видней. Вот кто у них там матка, а кто альфа-самец, да, в этом вот подземном царстве. Но вообще, конечно, мне вообще сложно назвать человека, который вот, так настолько как бы симпатизирует всему, я не знаю, всему русскому, российскому там, и вроде как он уехал, не уехал, а все равно живет в этой России. Но мне с трудом его представляю в качестве журналиста, которому почему-то многие до сих пор считают, и даже в Украине почему-то смешно. Я даже вот сам не журналист, не образование, но я понимаю, в данном конкретном интервью, это, надо сказать, единственное интервью, которое я посмотрел у Дудя. Я ни одного интервью до этого не смотрел совершенно, мне это не интересно. Но именно в этом интервью он не был журналистом. Он был политическим активистом, навальнистом. Вот он как раз это продемонстрировал. И какой журналистикой именно в этом интервью там не пахнет. У меня много претензий, ты знаешь, и Гарри Кимовичу. В общем-то, в связи с тем, что я действительно знаю, что это за человек, какой, мы все разные, мы все, в общем-то, и ошибки допускали. Но в целом мне понравилось это интервью и то, что говорил Каспаров. Только с одним но. В связи с тем, что я знаю его лично, в общем-то, я многим его словам просто не верю. Но правильные вещи он говорит, безусловно. Многим можно подписаться, но если бы я не знал, опять-таки, его в личном качестве, я бы, в общем-то, наверное, действительно положительно воспринял все, что он говорит, потому что он говорил правильные вещи. Но я не верю уже таким людям. Ну, давай так, ваши отношения с Каспаром – это ваши отношения с Каспаром. По крайней мере, Гарри нельзя предъявить непоследовательность. То есть я сколько с ним разговаривал лично и публично, он всегда говорил, в принципе, одно и то же, да, и по бутербродам не скакал, да. Вот. А что, кстати, делают вот эти
штабы Навального, которые там где-то разлетелись, как вот по всему миру, по всей Европе. Они же вроде как там, их лидер, там, они его представляют себе как единственного и главного российского оппозиционера, а сами они чем занимаются, какой от них вообще толк в этой борьбе против русского рейха, ну, который они, может быть, считают прекрасным рейхом будущего, там, да, но как бы это уже про сумасшествие, как бы это они между собой пусть разбираются, мы потому, что оно полезно или не полезно нам, собственно, Украине. Я посмотрел несколько там интервью вот Марии Певчих, я лично с ней не знаком, но мне импонирует она, надо сказать. Я со многим то, что она говорит, во всяком случае, публично, да, в интервью, а не там, чем она занимается. Мне лично это понравилось пока, во всяком случае, я не вижу. Может быть, со сменой руководства ФБК, когда оттуда убрали таких одиозных и, в общем-то, откровенных пособников, как Волкова и Ашуркова, например, у нас здесь в Лондоне, да, которые как раз вот выступали за олигархию, за отбеливание путинских преступников, альфа-групп. Ну, может быть, со сменой ФБК как-то и поменяется позиция. Насколько я понимаю, Мария Певчих, как руководитель ФБК, выступает за санкции, в том числе и Фридману, Авину и всей вот этой комарилии путинской. А сегодня те, кто за расширение санкций, ужесточение санкций, мои союзники. Неважно, как я к ним отношусь или как они относятся ко мне, это мои союзники сегодняшнего дня. Завтра это уже будет совершенно другое, но сегодня все, кто выступает за санкции, это мои союзники. Ну вот как бы вот я такую позицию выбрал, и в общем-то действительно там разные обиды какие-то личные, или личные невзаимоотношения, или бывшую ругань готов в одностороннем порядке прекратить и действительно вместе сотрудничать именно по поводу расширения санкций и не допустить, чтобы от санкций отмазывали этих пособников и преступников. Так что здесь я надеюсь, что, в общем-то, те заявления, которые делает Мария Певчих, они, в общем-то, не только останутся заявлениями, она и делами покажет, что она сегодня, ну вот, в общем-то, можно стать плечом к плечу. Как это будет, я не знаю. Вот, ну, а дальше посмотрим. Ну, понятно, когда идет речь о россиянах, о русских, у нас, у крымцев есть такая поговорка: не опирайся на воду, не верь русскому, да, то есть могут накинуть на любом повороте, могут предать, могут все что угодно, и все договоры нарушают, когда им это удобно, когда удобно, чуть-чуть соблюдают, ну, в общем, разговор этот понятный, но нам, по крайней мере, очевидный, вот, но, тем не менее, по поводу перспектив, как они вот себе мыслят, и многие на Западе тоже, Навальный же кумир, там миллионов голливудских домохозяек и так далее. Имеет ли шанс человек по фамилии Навальный, который, ну, по факту является, да, главным действительно там оппозиционером в застенках путинского гестапо страшного, имеет ли он действительно реальный шанс стать там лидером так называемый там будущий, что там останется от России в каком-нибудь будущем? Ну, слушай, ну это мы долго можем отдельно разговаривать, на самом деле. Я Алексея знаю уже порядка, наверное, 22 года, где-то так, лично. Да нет, ну никакой, как мы имперец, он не может уже быть на этом всем. И он не, опять-таки, он популярный политик. Он популярный политик за счет, опять-таки, Путина. Вот, я не знаю, зачем Алексей сам себя посадил в тюрьму и отправился в эту поездку с конечным итогом всем известным результатом. И многие его соратники говорили этого не делать. Более того, и даже не соратники, а я никогда не являлся и не буду являться соратником Алексея Навального. Я также публично высказывал позицию, что ехать не нужно. Но то, что мы имеем, то, что имеем. Он находится в тюрьме, он политический узник номер один в сегодняшней России. И, в общем-то, здесь, ну, опять-таки, выхода ему не светит, если режим не пойдет. Его никто не будет никуда обменивать. И, в общем-то, он сегодня не имеет, естественно, в силу обстоятельств и оперативной информации, и он не принимает никакие решения. Мы видим то, что команда Навального ежедневно от его имени постит разные вещи, но это с ним, естественно, не согласовано. Это делается правильно для информационной поддержки, для борьбы за освобождение. Вот.
Но сейчас, опять-таки, мои интересы направлены не на освобождение Алексея Навального, который должен выйти из тюрьмы, безусловно. И когда режим поменяется, он пойдет и придет новые люди. Первое дело, что нужно будет сделать, нужно будет освободить всех политических заключенных. Это просто первый шаг любого другого альтернативной в этой власти. Поэтому Алексей будет освобожден, когда пойдет путинский режим. А путинский режим пойдет тогда, когда победит Украина. Тогда, когда, собственно говоря, наложит мировое сообщество репарации для выплаты Украине. Я понимаю, что это не возместит жертв и потерь, но Россия будет обязана выплатить эти репарации в огромном количестве за разрушение, за смерти, за изнасилование, за мародерство, за все то горе, которое причиняет сейчас украинскому народу. И вот эти их мальчики, да, понесут ответственность. И те, кто их обеляет, тоже понесут ответственность. Но в том, что такие люди, как Шендерович и им подобные, да, дай бог им здоровья, доживут до трибунала, и там ему будут поставлены конкретные обвинения в там, попытке отбелить террор, оправдать его, там, Венедиктов, как вот мы не случайно попали в вокзал в Краматорске, мы не хотели, это не специальное подание, мы не террористы, наши ребята и так далее, и так далее. Это все на самом деле подсудные вещи, они просто это пока не понимают. Ну и бог с ними, хорошо, что они понимают, пусть говорят дальше, как говорится, говорите громче, как твое движение называется, вот по преследованию подобных двуличных фигур за рубежом и по их накладанию, как это по-русски будет, на них санкций, да. Но я сейчас хочу в завершении про другое поговорить. Вот про Легион Свободы России в составе Вооруженных сил Украины. Ну, Легион — это такое название непонятное количество, да, это же не римский легион. Но некоторые даже аналитики, да, отрицают факт его существования само. А что ты можешь по этому поводу сказать? Ну, наверное, начнем с официальной позиции Украины и Вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины признают, и опять-таки это публично было сделано, Легион Свободы России входит в состав Вооруженных сил Украины. А представитель легиона Цезарь, он избран в исполнительный совет третьего съезда народных депутатов. Вот у нас будет третий съезд, скоро как бы он будет выступать. Я надеюсь, в это время он не будет на линии фронта. Они сейчас находятся под Бахмутом, они на передовой линии находятся, они воюют плечом к плечу с гражданами Украины в составе вооруженных сил. Какое количество там находится людей, я не могу сказать это, я сам точную цифру не знаю. Я знаю, что мы помогаем. Вот есть политический центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который возглавляет Илья Пономарев в Киеве. Вот в том числе этот политцентр занимается рекрутированием и помощью прохождения через службы украинские легионеров в Легион Свободы России. Приток людей есть. Очень сложно сейчас, опять-таки, проходить вот эти вот проверки именно с украинской стороны, потому что каждый человек должен быть проверен и понять, что это не засланный казачок, да, то есть мы не спецслужбы, мы не можем обладать подобными там методами, знаниями, но украинские спецслужбы очень тщательно подходят к отбору в Легион Свободы России каждого кандидата. Именно поэтому задерживается вот эта очередь. Очередь действительно большая. Люди пишут, люди хотят вступить, люди хотят помочь Украине одержать победу. Поэтому, в общем-то, я не знаю, получится у меня в ближайшее время съездить и навестить, ну, я не могу назвать, конечно, это коллегами, я не состою в легионе и не являюсь, не воюю с оружием на линии фронта, но так или иначе мы, конечно же, поддерживаем и съезд народных депутатов, и политцентр, мы поддерживаем этот легион и финансово, и вооружением, и вот мы рекрутируем людей, соответственно, для того, чтобы они смогли поехать и защитить Украину от натиска вот этих фашистских войск Путина. Поэтому те, кто говорит, что легиона не существует, ну, я опять-таки к официальным документам вооруженных сил Украины, да, это Министерство обороны, ко всем специальным службам, это вот пусть туда запросы идут. А нужно же посмотреть и сказать, как бы, кто говорит об этом? Это те люди, которые ни разу за время полномасштабного вторжения не были в Украине, ни разу нигде.
Ну, слушай, это же как бы, опять-таки, стоит ли обращать внимание на всю вот эту свору? Вот было любопытно, как раз мне хотелось посмотреть, кроме всего прочего, вот на берлинском разговоре. Ну, я знал заранее и понимал, что просто единицы. Просто буквально я, наверное, на одной руке могу посчитать людей из оппозиционных сил, да, которые с 24 февраля хоть раз там побывали в Украине. Я сейчас не говорю, чем кто занимается, потому что многие, не будучи в Украине, не уезжают, помогают. Но, опять-таки, вот эти все лидеры общественного мнения, назовем это в целом, ну, вот они боятся приехать. Нужно называть вещи своими именами. Они просто боятся туда приехать. Андрей, к сожалению, время нашей програми підходить к концу, наш час спливає, як кажуть українською мовою. Я хочу тебя попросить, мне действительно интересно было бы сделать большое интервью, вот как с тобой, как с другими людьми содержательными, с этим человеком с позывным Цезарь. Если будет такая возможность, попосредничай. Мне интересно подробно с ним поговорить, с человеком, который считает себя россиянином, сознательно воюющим против русского рейха на стороне Украины. Но спасибо тебе за то, что был сегодня с нами. Спасибо тебе, всегда приятно вести разговор, и, в принципе, спасибо за приглашение. Дякую, так само дякую всім нашим глядачам, дякую вам за підтримку, за увагу. Разом до перемоги. Російський рейх буде знищений, Україна переможе. Хрим, Сербія, Ладжах. Дивіться АТР далі.